Библиотека «Филиал номер 1» продолжает акцию «Подвигом славны твои земляки». В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина войны. Мы бережем нашу общую память, собранную в письмах, фотографиях, в документах и воспоминаниях наших родных и близких. Давайте расскажем об этом друг другу и миру. Я хочу рассказать о Бондареве Иване Анистратовиче. Родился Иван 23 мая 1925 года в Северо-Казахстанской области. С семьей проживал в Чкаловской области, окончил 7 классов средней школы в поселке Синий Шахан и поступил в финансово-экономический техникум, где его и застала война. В 1942 году семья получила похоронку на отца. Он погиб под Москвой. Иван и его 5 двоюродных братьев были призваны в ряды Красной армии 28 декабря 1942 года. Ивана Анистратовича, как грамотного молодого человека, направили в Уфимское военное пехотное училище, в котором он проучился с 1 января 1943 года по 1944. Не все 40-е годы прошлого века имели среднее образование, а тем более среднетехническое. В звании младший лейтенант был направлен в 3-й Белорусский фронт, в часть краснознаменного полка 277-й стрелковой дивизии 5-й армии, в должности командира минометного взвода 7-й стрелковой роты, затем командир взвода автоматчик. Был дважды ранен, первый раз легко, получил сквозное пулевое ранение левого бедра и промежности. Второй раз был тяжело ранен в правую ногу. Иван Анистратович был благодарен женщине-хирургу, она спасла его ногу от ампутации. Недалеко от города Орла, в деревне Сурки, взвод под командованием Ивана Анистратовича удерживали высоту 214. Там он и получил первое боевое крещение. Надолго оно запомнилось ему. За 3 суток боев из 26 человек осталось живых 7. Наградные листы, на которых красивым каллиграфическим почерком командир полка с восторгом и гордостью за мужество бойца описывает боевой подвиг. Бондарев Иван Анистратович, младший лейтенант, командир взвода 7-й стрелковой роты 850-го стрелкового Витебского ордена Александра Невского полка. В августе 1944 года в боях был ранен, представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига. При прорыве немецкой обороны у границ Восточной Пруссии в долине деревни Мерче 16 сентября 1944 года и в последующем наступлении товарищ Бондарев показал умение в командовании стрелковым взводом. После артподготовки переднего края противника товарищ Бондарев быстро устремился вперед и в числе первых достиг немецких траншей, где смело завязал рукопашный бой. В этом рукопашном бою его взвод уничтожил 27 гитлеровцев, 3 из них уничтожил лично. Умело командуя взводом, товарищ Бондарев с боями прошел взводом в составе батальона в этот же день около 9 километров и вышел на пограничную реку Шервита. В 14:30 16 сентября 1944 года его взвод успешно форсировал реку и в числе первых вступил на прусскую землю, где после овладения пограничными заграждениями противник успешно отражал 2 вражеских контратаки, уничтожив при этом до 20 гитлеровцев. За умелое командование взводом при прорыве немецкой обороны и при вторжении на территорию Восточной Пруссии достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени. Командир 850-й стрелковой Витебского ордена Александра Невского полка полковник Морозов. А ведь ему было всего 19.
из второго наградного листа на Бондарева И.А. Краткое, конкретное изложение лично боевого подвига. При прорыве немецкой обороны в районе деревни Семашково Витебского района 23 июня 1944 года и при последующем наступлении товарищ Бондарев показал умение командовать взводом. 29 июня 1944 года успешно командовал взводом, форсировал реку Березина и, действуя в составе батальона в тылу врага, уничтожил 3 подводы противника с грузом и 17 немецких солдат. В бою под деревней Клены 21 августа 1944 года, когда противник предпринял танковую атаку и танки двинулись на огневые позиции, не дрогнули бойцы товарища Бондарева, а, пропустив их, смело вступили в рукопашный бой с контратакующей немецкой пехотой. 18 гитлеровцев уничтожил взвод Бондарева в рукопашной схватке. 2 гитлеровцев уничтожил сам товарищ Бондарев. За умелое командование взводом и личное мужество, проявленное в боях, достоин награждения орденом «Красная звезда». В этих боях был ранен. Лечили Ивана в госпитале, который находился в городе Каунас. После выздоровления в декабре был направлен на фронт в составе 54-й дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. По воспоминаниям Ивана Анистратовича, жители освобожденных стран встречали советских солдат радушно, кричали «Гитлер капут!». Наши повара кормили местных стариков и детей. Иван Анистратович рассказывал: на освобожденных территориях я и мои солдаты видели зверство гитлеровцев. Страшные вещи творили гитлеровцы, а ведь они считали себя высшей расой. Мы видели растерзанные собаками тела людей. Никогда не забуду, как мы освобождали один из наших городов. В нем находился военный госпиталь с тяжело ранеными красноармейцами. Его не успели эвакуировать. Чтобы не тратить пули, гитлеровцы убивали сотни солдат штыками. Когда я и мои солдаты смотрели на сотни трупов, у нас невольно сжимались кулаки. После госпиталя Иван Анистратович был назначен командиром роты. Под его командованием числилось 120 человек. Задача роты – удержать высоту. Гитлеровцы шли то слева, то справа, то лобовую атаку. Рота отбивала атаку за атакой. Ивана Анистратовича ранила зажигательной пулей в ноги. Много раненых, много убитых. Их оставалось совсем мало. Они ждали подкрепления. Помощь могла прийти только ночью. Рота отбила 3 атаки. Иван Анистратович уже не мог ходить. Солдаты посадили его на землю в окопе, и так он командовал боем. Вечером, когда прибыла подмога, Ивана Анистратовича покинули силы. В бессознательном состоянии 15 марта 1945 года его отправили в госпиталь. А ведь они еще взяли 270 пленных. После ранения лечился в госпитале до августа 1945 года. День Победы встретил в городе Вильно. Нашей радости не было предела. Мы пели и танцевали, вспоминал Иван Анистратович. Мобилизовали его 2 ноября 1945 года. Иван Анистратович вернулся на родину. Родные не сразу признали его. Идет по поселку на костылях высокий офицер. Навстречу идет его тетушка Паша и спрашивает: «Солдат, ты кому?» А солдат с улыбкой отвечает: «Тетя Паш, это же я, Ваня».